Оккупационный Китай пытается использовать местных уйгуров как часть своего пропагандистского инструмента, чтобы продемонстрировать лживый образ счастливого общества среди народа Пакистана. Эксперты видят в этом попытку Китая преуменьшить ужасное обращение китайского правительства с уйгурскими мусульманами в Синьцзяне. Например, использование образа одной из уйгурских женщин Рахат Абдуллы, которую сняли в пропагандистском ролике. Такие видеоролики регулярно можно увидеть на каналах Пакистана, в социальных сетях, на страницах YouTube и Facebook. Помимо демонстрации традиционной пакистанской китайской одежды, женщина также поет песни на урду на местном радио и готовит китайскую еду под видом уйгурской в пакистанских телевизионных программах. Под руководством Японской уйгурской ассоциации, основанной уйгурскими турками, проживающими в Японии, прошла акция протеста против геноцида уйгуров, осуществленного Китаем в Восточном Туркестане. Помимо уйгурских турок, протест поддержала группа японских граждан, большинство из которых японцы. На акции протеста перед храмом были распространены листовки, описывающие геноцид уйгуров в Восточном Туркестане. Были выставлены спутниковые снимки концлагерей в Восточном Туркестане. 7-я годовщина Совета директоров Всемирного союза мусульманских ученых и 5-е заседание Генеральной ассамблеи состоялось 12 августа в Стамбуле. На встрече духовенство выступило с важным призывом к исламскому миру по Восточному Туркестану, а также по различным вопросам мира. Союз призвал положить конец несправедливости по отношению к угнетенным народам Восточного Туркестана, особенно к араканским мусульманам, и подчеркнул, что эти народы должны иметь право на гуманную жизнь и на самую элементарную свободу вероисповедания и убеждений. Данные по экономической активности в Китае забили тревогу, долговые проблемы в секторе недвижимости сохранились. Юань упал по отношению к доллару, в то время как Центральный банк снизил процентные ставки. Управление национальной статистики не предоставило статистические данные о высоком уровне безработицы среди молодежи. В Китае, где безработица среди молодежи достигла рекордного уровня в 21,3%, публикация соответствующих данных для оптимизации статистики рабочей силы была прекращена. Министр обороны Китая Ли Шанфу в ходе визита в Россию выразил удовлетворение недавним развитием отношений в военной области и заявил, что Пекин хочет улучшить сотрудничество между вооруженными силами двух стран. Китай осудил отправку подношений от премьер-министра Японии Кисида Фумио в спорный храм Ясукуни, где находятся могилы некоторых японских военных преступников в 78-ю годовщину его капитуляции во Второй мировой войне.